Основной закон Абхазии, принятый на сессии Верховного Совета Республики 26 ноября 1994 года, обозначил молодую республику как суверенное демократическое правовое государство. В тот же день депутаты высшего законодательного органа страны избрали первого президента республики Владислава Ардзинба, бывшего до этого председателем Верховного Совета страны. Историк Станислав Лакоба так вспоминает тот исторический момент. В момент, когда мы принимали это решение в зале, Владислав Григорьевич сидел рядом, я тогда был его первым заместителем. Его очень часто вызывали к телефону. Он мне называл человека, который звонил. Вот из МИДа этот человек был специальный представитель президента Ельцина по грузино-абхазскому урегулированию. И он потребовал, чтобы мы не принимали Конституцию. Считайте, что Россия не будет посредником, что сорвется Женевский процесс, что вам потом мало не покажется. Ну вот после последнего разговора он спросил, как ты думаешь, все же, вот, какое твое мнение? Я сказал, что если сейчас мы не примем, потом не примем никогда. Он говорит, я тоже так думаю. Этому событию, которое определило саму суть государственности Абхазии, предшествовала долгая и непростая история. Первая конституция Абхазии была принята в апреле 1925 года Третьим всеабхазским съездом Советов. В ней Абхазия обозначалась как равная с другими союзными республиками страна в составе Союза СССР. Именно к этой конституции и обратилось руководство Верховного Совета Абхазии, когда в конце 80-х, начале 90-х годов 20-го столетия парламент Грузии в одностороннем порядке стал принимать решения, которые вели к упразднению государственности Абхазии. 23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии, кроме введения в действие Конституции СССР Абхазии 1925 года, принял также герб и флаг республики. Старую Конституцию 25 года никто признать не мог. Да. И мы это пользовались временной схемой переходного периода, пользовались этой Конституцией для того, чтобы принять более-менее такую нормальную Конституцию, с которой могли и внешние представители внешнего мира тоже считаться. По Конституции 1994 года Абхазия стала полностью независимой от Грузии. Новый основной закон страны принимался в сложной обстановке, когда вокруг республики сжималось кольцо экономической блокады. По сути, Конституция была принята в условиях разрухи и нищеты, внешней угрозы. Принимать ее было очень и очень тяжело. Над нами висела не только военная угроза, над нами висела и политическая, и правовая угроза. Отсутствие Конституции – это значит, территория в правовом политическом плане не оформлена. Очень важно, за кого нас мир считает. А если мы Конституцию не приняли бы, это означало, что мы продолжаем находиться в составе Грузии. Основные положения Конституции Абхазии гласят, что она является правовой основой сильной президентской власти. В ней закреплены целостность и неприкосновенность территории страны. Роль Народного собрания, парламента Абхазии в принятии Конституции страны – одна из основополагающих. Без, конечно, первого парламента ему было бы очень сложно решать какие-то вопросы. В последнее время у нас как-то немножко, знаете, вот отделяют президент отдельно. Это, я считаю, неправильно. Потому что очень многие вопросы решались именно там, коллегиально. Парламентарии вели острую дискуссию, зачастую очень горячо обсуждая, какой должна быть конституция нашей страны. Речь шла об истине. Какая конституция нас больше устраивает? Какая конституция нам нужна? К чему мы должны стремиться? Что мы должны делать? И как должны делать? И кто будет делать? Атмосфера была очень здоровая. Очень здоровая, хотя и напряженная. Сам Владислав Григорьевич, когда ему задавали вопрос, на кого он больше всего рассчитывал, он в первую очередь называл народ и парламент. В Конституции Абхазии гарантированы права и свободы человека, утверждены гражданский мир и согласие. Земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа. Государственный язык Республики Абхазия – абхазский. Государственная власть осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Все три ветви власти самостоятельны. В новой Конституции она была, в общем-то, разработана на основе самых лучших образцов мировых того времени, и для 1994 года была очень передовой Конституцией. Да и, в общем, на сегодняшний день я считаю, что Конституция наша
в общем-то, на уровне. Дискуссия о необходимости конституционных изменений возникла практически сразу после принятия Конституции. Часть депутатов Верховного Совета Абхазии, которые принимали участие в ее разработке и принятии, высказывались о необходимости изменений ее отдельных положений. В начале 2000-х годов о необходимости конституционных изменений высказывались представители различных партий. Сам закон о порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции был принят в 2004 году и определил механизмы конституционных изменений. В 2005 году президентом Сергеем Багапшем была создана первая комиссия по конституционной реформе. Комиссия проработала в течение 3 лет, и в 2008 году президентом Багапшем был внесен большой блок конституционных поправок, которые вносились в 3-ю главу Конституции, это законодательная власть, 4-ю главу, посвященную исполнительной власти, также в главу, посвященную судебной власти, и 7-я глава, которая определяет защитный механизм Конституции. Ряд существенных поправок к Конституции был внесен в 2014 году. Первая поправка о придании большей независимости судебной власти. Она предусматривает увеличение срока полномочий судей до 10 лет, что позволит судьям не ориентироваться на позицию властей, президента или депутатов при принятии решений, так как срок их полномочий ограничен лишь 5 годами. С 1 января 2016 года эта поправка вступит в силу. В 2014 году была принята еще одна поправка, которая предусматривает учреждение с 1 января 2016 года Конституционного суда Абхазии. Конституционный суд после его учреждения явится одним из главных механизмов, который обеспечит верховенство Конституции и защиту ее положения. Большой пакет конституционных законов был принят в 2015 году. В их числе и положение, которое защищает основы нашего конституционного строя. Оно запрещает вносить изменения в Конституцию, если они направлены на ущемление прав и свобод гражданина, на изменение суверенного статуса страны, нарушение ее территориальной целостности, а также на изменение государственной формы собственности на землю и другие природные ресурсы нашей страны. В январе 2015 года президент Рауль Хаджимба своим указом создал комиссию по конституционной реформе, которая разработала ряд поправок к основному закону. Конституционную реформу предполагают провести в 3 этапа. Первый – это изменение избирательной системы республики. Второй – изменения, касающиеся местного самоуправления. И третий – изменение баланса полномочий исполнительной и законодательной ветвей власти. Конституция не является застывшим документом, и она также, как и любые другие законы, подвергается изменениям с тем, чтобы развитие государства и общества не стало на одном месте. После учреждения Конституционного суда, которому делегированы полномочия толкования конституционных положений, и Конституционный суд Абхазии будет в том числе развивать положения Конституции, не внося в сам текст Конституции каких-либо изменений. 4 ноября 2015 года парламентом нашей страны был принят в первом чтении проект конституционного закона, который предусматривает переход от мажоритарной избирательной системы к смешанной. Тогда же во втором чтении были приняты изменения, направленные на повышение самостоятельности органов местного самоуправления. Сегодня продолжается работа и над 3-м этапом реформирования Конституции, касающейся изменения баланса между исполнительной и законодательной властями. В ближайшее время блок поправок будет доработан и представлен на рассмотрение комиссии по конституционной реформе. После ее одобрения он будет направлен президентом в Народное собрание. Таким образом, Конституция подвергается постоянным поправкам, приводя основной закон в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. Однако, по мнению наших экспертов, человеческий аспект в смысле соблюдения основного закона пока никто не отменял. Люди должны на основе вот этой Конституции влиять на себя, на свое поведение. И государственные служащие должны влиять на основе Конституции. Значит, это, собственно, человечество ничего другого придумать не смогло. Но если люди не соблюдают, чиновник не соблюдает, смысл какой? Идеальная Конституция может быть, но человек, к великому сожалению, идеальным никак не хочет быть. Понимаете, Толстой как говорил, все люди хотят изменить мир, но мало кто из них желает изменить себя. Реально преобразовать общество и республику в положительном смысле способно лишь стремление ее граждан, независимо от ранга и положения, соответствовать в своих поступках духу и букве основного закона. Именно это способно заложить основу политической стабильности в нашей стране на долгую перспективу. Белла Кварча, Роберт Ломи, Артур Каландия, Абхазское телевидение.